нас все, да? Тилек Алмазбекович, у вас есть вопросы? Да, у меня есть вопросы. Да, пожалуйста. Первонаперво хочу сказать, что я считаю ваш комментарий по поводу того, что я переживаю за иностранных граждан, неуместным и переходящим на личности. Прошу вас так не делать больше. Во-вторых, у меня вот такой вопрос. Смотрите, можно ли деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности, квалифицировать пунктами? В данном случае я считаю, что это практически невозможно. Уважаемый председатель, мы в нашей повсеместной жизни посредством СМИ сталкиваемся с различными рода преступлениями. Это начиная от кибератак всякого рода, наркоторговцы, ну это вот, понимаете, изготовитель, рекрут, там классификаций очень много. Пока что последствия не определятся, последствия вот этого дела, невозможно дать оценку о том, что это вот безопасность, угроза, не угроза. Таких классификаций тогда мы должны будем по справедливости написать больше 50-60 пунктов. А разве это уместно в закон все это прописывать? То есть, это, по вашему мнению, 50-60, да, их? То есть есть примерно четкое количество? Это я как на примере сказал. То есть я мог бы сейчас все, сказать... вопросов нет. Да, пожалуйста. Айдар Касмалевич. Нет вопросов. Есть? Нет вопросов. Сейчас. Уважаемые судьи, есть вопрос? Пожалуйста, Лунар Человек. Вот из вашего выступления сказали, что у нас в Кыргызстане, то есть 6-месячный срок рассмотрения его заявления по поводу получения этого гражданства. И вы также сказали, что вы мониторите законодательство, я так понимаю, других стран по поводу этого. Вот в других странах, допустим, наших соседей даже, вы как-то можете провести статистику, в какой срок они получают, рассматривается их заявление по поводу принятия? Если честно, я, оказывается, этот момент пропустил. Я на самом деле хотел привести примеры, когда говорил о мягкости нашего законодательства. Во-первых, у нас действительно лояльное отношение к иностранным гражданам в вопросах приема. Когда как в соседней стране Республика Узбекистан. Этот процесс может длиться годами, больше 10 лет. Я знаю по обращению лиц без гражданства, которые после развала Советского Союза переехали, до сих пор гражданство не могут получить. Несмотря на то, что они непрерывно там проживают, имеют детей, которые там родились. Но настолько законодательство других стран в этом вопросе очень тяжелое, понимаете? И исходя из этого, поскольку наше законодательство более лояльно, мягкое, соответственно, мы считаем, что о последствиях тоже надо подумать. Ну, раз мы быстротечно осуществляем прием, соответственно, подушка безопасности в случае приема гражданства указано, как я уже в примере привел, чтобы мы могли, государство, реагировать. Данная мера нами будет использоваться государством как инструмент для защиты безопасности нашего общества, граждан. То есть, имея в виду, да, в других странах этот вопрос очень тяжелый. Допустим, в Китае почти невозможно получить гражданство иностранным гражданам. В Узбекистане может продлиться, как я уже сказал, с момента распада Советского Союза. И в других странах тоже. Я не говорю о странах Западной Европы. Там даже, извините меня, может это некорректно, даже визу, наверное, получить легче, чем какие-либо процедуры у нас. Ой, тяжелее даже визу получить. Настолько у нас все упрощенно получается. Очень много документов не требуется. Как я уже сказал, есть соглашение, есть сроки просто сжатые. Из-за этого у нас прием осуществляется быстрее и более мягкой форме. Еще вопрос. Просто скажите, пожалуйста, вот сейчас сегодня ситуация, в принципе, в мире, вы знаете, знакома какая ситуация, да? Вот в связи с этими глобальными изменениями в мировом пространстве, да, какая тенденция на сегодня в вопросе приема и выхода из гражданства у нас присутствует? Идет снижение, повышение или как? Прием, выход. Прием гражданства у нас, как показывает предварительный анализ, с 2022 года, с момента, как началось СВО, тенденция имеет этот рост, то есть количество приемов гражданства, оно увеличивается. Кроме того, хочу заметить о том, что Кыргызская республика также лояльно относится к лицам без гражданства.
Понимаете, то есть мы, это даже есть доклады ООН о том, что Центральная Азия, Кыргызстан это первая страна, которая механически в правовом русле полностью решила вопросы без гражданства. Данные нормы помогают также принимать в прием гражданства граждан, то есть лиц без гражданства, проживающих на территории соседних государств. Учитывая вот это изложенное, есть у нас тенденция о том, что у нас почти каждым годом растет количество иностранных граждан, ходатайствующих, по крайней мере, о приеме гражданства нашей страны. Да. В таком случае есть какая-то статистика с 22 года? Какое количество иностранных граждан мы приняли в гражданство? Уважаемый судья, я извиняюсь, разрешите примерное количество сказать, примерное количество, мне кажется, даже больше 20-25 тысяч, даже может превышать. Количество огромное, на самом деле большое. То есть вопросы приема гражданства, прекращения на самом деле требуют меры, требуют. То есть... Есть еще вопросы? Присаживайтесь. Слово